Детская жестокость, непонимание родителей и, как итог, нарастающее с годами чувство злости. История показывает, сломанная психика может привести к смертельным последствиям. 91 год. Сыктывкар. В тот день Елена Маркова шагнула в подъезд в больших сомнениях. Совсем недавно она ушла отсюда, пообещав никогда не возвращаться. Знать тебя не желаю. Прожив 3 дня у мамы, Елена забеспокоилась. Почему он даже не позвонил? Отперев, она вошла и почуяла удушающий запах газа. Причина той убийственной клоунады кроется в названии фильма. В ходе телевизионного расследования выясняется, причина трагического финала уходит в детство главного героя. Из-за совпадения имени преступника и советского юмориста Олега Попова парня постоянно сравнивали с клоуном. Говорят, имя оказывает сильнейшее влияние на жизнь человека. В это трудно поверить на примере нашей сегодняшней истории. Ведь одно и то же имя носили замечательный, добрый, светлый артист и убийца-психопат. Чтобы представить картину преступления полностью, Леонид Каневский воссоздает образ Сыктывкара того периода. Здесь и очереди в магазинах, и повсеместная спекуляция, и даже одна из наиболее частых причин неблагополучия семей – пьянство родителей. Чтобы окончательно затеряться в этой реальности, Олег Попов даже сменил фамилию. Однако настоящих сыщиков это не запутало. Вот, смотрел эту публику внимательно и увидел, в принципе, как бы достаточно быстро свой человек. Сыщики подошли к нему, схватили под руки и вывели из заведения, без всякого сопротивления. Вел себя дерзко. Конечно, определенный психотип был человека. Дерзкий, наглый. История вышла в федеральный эфир благодаря книге Анатолия Соловьева «Сыщики земли Зырянской». В красном сборнике расследование самых громких и необычных преступлений в коме АССР. Реализацией клоунской истории на телеэкране Соловьев остался доволен. Однако подчеркивает, в печатной версии такого драматизма все-таки не было. Я раскрываю в тех рамках, в которых возможно, я раскрыл методы оперативно-розыскной деятельности. Это подано как-то несколько в ином плане, чем у меня в книге. Естественно, у них были большие возможности, и поэтому здесь показан и уклад жизни в советское время, то, что очень интересно. Кстати, к столетию уголовного розыска Анатолий Соловьев обещает выпустить вторую часть сборника. Туда войдет еще больше интересных и драматических историй. По словам автора, это будет такое учебное пособие для нынешних криминалистов и реалистичный детектив для тех, кто любит такие сюжеты. А экранизация на НТВ – хорошая реклама книги.